Изготовление якутских традиционных женских украшений из глины, бисера и конского волоса. После выбора окончательного эскиза приступаем к формовке. Из пластилина готовим модели по эскизу. Изготовим простую гипсовую форму для штамповки. Ставим модель в подставку и вокруг нее вооружаем стену, чтобы гипс при заливке не убежал. Заливаем гипсом. Используем медицинский гипс. После затвердения гипса вынимаем пластилин и даем высохнуть в форме. Во время сушки гипсовой формы готовим глину. Берем готовую глину и начинаем штамповать заготовки. Оставляем до полного высыхания. После сушки начинаем шлифовать мелкие погрешности мелкой шкуркой. После разглаживаем мокрой поролоновой губкой. Обжигаем в муфельной печи. После обжига получится матово-охристый цвет. После обжига готовые заготовки прикрепляем к основе. Технологическое решение изделий из конского волоса. Готовится материал конский волос. Сортируется по цвету и по длине. Конские волосы очищаем и стираем шампунем. Затем скручиваем волосы в нить. Натягивается основа и вплетается готовая нить. Затем плетем пояс способом гобелен. Берем пояс из конского волоса, плетеный в стиле гобелен, длиной 80 см и шириной 5 см. Накладываем готовые изделия из глины в форме круга, пришиваем их на пояс. Посередине деталь прямоугольной формы. С обеих сторон на симметричном друг от друга расстоянии пришиваем амулеты лисьей морды. Соединив эти совсем разные по структуре и технологии материалы, мы получили якутские традиционные украшения в более современном варианте.